Меньше чем через год после дебюта на этапах Кубка России по практической стрельбе полигон «Скиф» в горах Северной Осетии вновь принимает лучших карабинщиков со всей страны. Для многих спортсменов это уже добрая традиция. В Осетию они едут, уверенные в том, что их ждут непростые, но очень интересные испытания. Второй этап Кубка России по карабину собрал в Северной Осетии около 100 стрелков из 23 регионов страны. Среди них как начинающие спортсмены, так и стрелки, уже признанные в мировом сообществе, чемпионы России, мастера спорта, в том числе и международного класса. Уровень конкуренции серьезный, здесь важен каждый выстрел. Уровень стрелков очень высокий, мы со всеми знакомы, со всеми давно дружим, выступаем на чемпионатах, этапах, финалах Кубка и так далее. Вот нам все очень ребята близкие, мы все вместе растем, у каждого из нас растет уровень подготовки с каждым соревнованием. Конкуренция достаточно высокая, вот, все ребята молодцы, вот так, приходится с ними конкурировать. Впервые в Кубке участвует и сборная Южной Осетии. С прошлого года в республике начали развивать свою федерацию практической стрельбы. Уже провели и первые соревнования. Для стрелков из Южной Осетии участие в Кубке – отличный способ отточить мастерство, перенять опыт у более именитых коллег. Команда выступает довольно успешно. Ребята в разных складах набираются опыта, работают со спортсменами высшей категории, высшего, скажем так, профессионализма, берут у них много полезного и сами тоже растут за счет этого. Турниры такого уровня всегда очень интересны, потому что тут люди, которые проектируют и создают эти упражнения, имеют огромный, скажем так, опыт в этом. И самая соль того, что ты здесь участвуешь, то, что ты здесь получишь то, где ты опыт, который ты нигде не получишь, потому что упражнения построены так, и позволяет площадка, тоже ландшафт. Здесь и через воду можно стрелять, и в гору, и вниз с горы, и на дальние дистанции. Этот кубковый матч проходил в течение 2 дней. И если в первый погода радовала, светило солнце, то финальный день встретил стрелков облаками, туманом и моросящим дождем. Казалось бы, отвратительная обстановка, но карабинщики радуются. Говорят, это идеальная погода для стрельбы. Дождь, может быть, мешает, но для карабина такая погода, я считаю, самая идеальная, потому что тут некоторые мишени не всегда видно. То солнце падает, то вот в прошлом году я здесь недалеко стрелял упражнение, упал к мишеням и искал их секунды 4 в прицел. Так стояло солнце. Поэтому я считаю, что отличная погода и хорошая организация. Карабинщики присмотрели полигон «Скиф» уже давно. Все из-за идеально подходящего ландшафта. Здесь есть и речка, и горы, и равнины, и сложные участки. Стрелки помещены здесь в очень необычной ситуации. Им нравится. Такого в России точно нигде больше не проводили. И думаю, в ближайшее время нигде это проводить не будут. Здесь, в общем-то, именно ландшафтная составляющая самая основная. Дальность, ландшафт, река, гора. То есть здесь вот полностью непривычная ситуация для стрелков. То есть обычно стреляется это на стрельбищах, это гладко, причесано, но плюс-минус. Здесь же все это как-то леса, горы, реки. Это очень людям очень нравится. Я вообще пистолетчик, но только здесь я становлюсь карабинщиком, потому что карабин нужно стрелять именно в такой естественной природной среде. Вот когда вот тут скучные коридорчики, песочек, да простят меня питерцы, это скучно. Может им там, конечно, весело, но вот это вот ближе к реальности, все-таки практическая стрельба, практика и практическое применение оружия. На практике стреляют где? На природе. На огромной территории полигона разбросаны 12 испытаний. Перед каждым группе проводят короткий инструктаж, объясняют задания, детали работы на рубеже и каждый раз напоминают правила безопасности. Здесь к этому относятся очень строго. А еще после каждой стрельбы спортсмены убирают за собой гильзы, чтобы не засорять природу. Все упражнения этого этапа Кубка продумывали и проектировали заранее. Фишка в том, что из раза в раз упражнения не повторяются. На каждом турнире организаторы придумывают новые задания. Группа специалистов Федерации практической стрельбы заранее приехала в Северную Осетию, чтобы уже на месте реализовать задуманное. Отстроили декорации, поставили мишени.
Организаторы по максимуму задействовали все природные особенности полигона. Например, в одном из упражнений нужно попасть в мишени на другой стороне реки. Расстояние до них 150-200 метров. А в финале еще 4 мишени, до которых надо добежать. Попасть в яблочко получается не у всех. Настоящий экшен на упражнение номер 3. Каждый спортсмен делает 40 выстрелов, чтобы поразить 18 мишеней на разном расстоянии. Все это в динамике, ведь важна не только точность, но и скорость. Для каждого стрелка есть свои упражнения, скажем так. Вот. Кто быстрый стрелок, было вот хорошее упражнение номер 3, даже сказал, великолепное. А кто точный стрелок, вот, например, ну, судя по нему, это не совсем я. Очень грамотно подошли. На каждую группу стрелка есть свои упражнения. Уж как лучше всем угодить, я даже не знаю. Ну, я не могу представить, как можно лучше все спланировать. Очень точно, очень хороший тайминг, очень все безопасно. И места здесь великолепные, конечно. Такого, наверное, нигде в мире-то нету. В этот раз вообще много динамичных упражнений. Вверх и вниз по горам, дорожкам и даже лестницам, как во втором упражнении. Здесь 10 мишеней, половина практически на стартовой позиции, до остальных около 300 метров. На все про все не больше минуты. Скорость, точность и выносливость – это еще не все. А вот могут ли стрелки держать баланс? На этом упражнении нужно встать на раскачивающуюся платформу и уже с нее пытаться поразить мишени. Каждый спортсмен на этапе Кубка, само собой, борется за победу. Но едут они на соревнования не только за этим. Карабинщики – народ дружный, поэтому каждый турнир – возможность обменяться опытом, встретиться и пообщаться. Нравится то, что это отдых душой. Здесь природа как бы располагает тому, что отключиться. Сотовая связь почти не работает, вообще шикарно. То есть все, там, сотовой связи нет, жизни нет, есть только спорт, общение с людьми. И в данном виде спорта, ну, я с другими спортсменами общаюсь, у меня там высшее спортивное образование, ну, люди больше делятся опытом. То есть там во многих видах спорта, вот я что-то придумал, не скажу никому. А здесь люди общаются, а как у тебя, почему, зачем. То есть вот это шур-шур-шур, мое не скажу, редко встречается. Люди как раз динамикой помогают жить в России. Я второй год поезжаю в Осетию. В прошлом году был на втором этапе. Мне в прошлом году все понравилось, в этом году все замечательно. Мне очень нравится, что все в равных условиях, что никто из дома не поехал на машине или на трамвае, а все добирались, все уставали, все проходили акклиматизацию. И организаторам я хочу сказать огромное спасибо за такой праздник. Этот турнир уже точно не станет последним для Северной Осетии. Уже в мае здесь проведут этап Кубка России по практической стрельбе из ружья. Для них уж наверняка отстроят не менее сложные и интересные декорации. Яна Гайгиева, Савелий Зангиев, Осетия Ньюс.